Так, вот дом, в котором живут люди. И вот буквально меньше 50 метров заправка. Мы же в прошлом году же остается силе. Наши требования остаются конкретно. То есть прекратить строительство, да? Ну, или изменить назначение. Да, изменить. То есть, только не АЗС, только не АЗС здесь. Остальное все магазинчик или что там. придорожный Да. Значит, мы требуем против возобновления этой заправки. Так как мы в прошлом году все жители дома 53/4 добились, что в это самое, выходили на меру, добились, что в это самое объект заморозили. А нынче они почему-то опять тихоря, и никого не это самое, не предупреждая, опять начали это самое, возобновили стройку. Да, естественно, у нас здесь дети, здесь это самое, сколько жителей. Это же жилой дом все-таки. И здесь проходит городская канализация. Здесь же зона безопасности должна уже быть. Это самое. И в таком месте заправку строить, это вообще... Он должен переостановить или это самое, построить другой объект назначить. Только не заправку. Или магазин, или кафешку там. Мы с ним в прошлом году встречались, правильно, да? Да. В прошлом году несколько раз встречались, выходили на него, как депутата городской думы. А вот нынче почему-то он опять этим делом занялся. Когда мэрия выставила на торги этот участок, как мне известно, первые торги прошли безуспешно, потому что никто не откликнулся. На вторых торгах вот Сибойл выкупил этот участок земли на торгах как придорожный сервис. Что подразумевает под собой придорожный сервис? Это те же кафе, мойки, шиномонтаж. На мой взгляд, никак не АЗС, потому что это все-таки более такое предприятие безопасное, небезопасное. И вот этот участок, на мой взгляд, очень неудобный для заправки, как водителю, да, то есть самое главное, что, так случилось, что 30 лет назад вот этот дом стал жилым, хотя это промзона, и он единственный, по-моему, жилой дом в радиусе там нескольких километров, многоквартирный имеется в виду. И, да, жители стали заложниками этой ситуации, они не могут ни продать, ни уехать, и сегодня ситуация, так сказать, для них щепетильна тем, что в прошлом году убрали детскую площадку. То есть от угла этого здания до дома там порядка 50 метров. Между ними лежит канализационная труба городская, коллекторная, метр в диаметре. И тут еще была детская площадка. Детскую площадку убрали, и еще больше козырей стало у черных. Вот решить надо просто сесть за один стол, да, и мне кажется, администрации города в лице Григорьева, который отвечает за строительный комплекс, и самим Черныхом просто сесть, поговорить и найти какое-то компромиссное решение. Да, деньги вложены, сделана большая работа, как видите, да, но еще раз говорю, можно вместо АЗС сделать здесь любой другой объект, тоже кафе там или еще что-то. Но со временем, рано или поздно, все равно этих людей надо отселять отсюда, потому что это промзона, рядом, вот смотрите, большой, 2 года назад создали склад вывоза снега, то есть когда снег растаял, то август месяц, там сотни кубометров мусора, который был собран с улиц города в зимний период. То есть это опять же экологически здесь, проживать совсем удобно, да, здесь проходит основная магистраль наша транспортная, которая соединяется с паромной переправой, то есть здесь круглый год, в общем-то, такое интенсивное движение, тоже загазованность. Что такое АЗС? Это не 2, не 3 кубометра топлива, а гораздо больше, и что может с ним случиться, никто не знает, и поэтому не надо, опять же, закладывать вот эту мину под себя на долгое время. Да? Есть несколько вариантов. Либо расселить жителей, и никто не будет возмущаться. Но это затратно, тяжело, хотя если зайти вовнутрь этого дома, все в один голос говорят, так жить невозможно.